Сегодня, 1 мая, в Кыргызстане в режиме чрезвычайного положения началось поэтапное возобновление экономической деятельности. В рамках первого этапа правительство определило 7 экономикообразующих сфер деятельности с минимальными рисками распространения коронавируса. Ко всем руководителям и сотрудникам предприятий предъявлены санитарно-эпидемиологические требования. В то же время общественный транспорт, центры обслуживания населения, торговые центры, вещевые и другие рынки, зоны отдыха и многое другое будут открываться в рамках 2 и 3 этапов с 11 мая и с 21 мая. Поскольку эти сферы имеют высокие риски распространения инфекции, сегодня наша съемочная группа побывала в одном из столичных швейных цехов. О том, как к работе приступили сотрудники Лехпрома, смотрите далее. Пустовавшие эти 1,5 месяца улицы столицы сегодня заметно оживились. Работники промышленности, строительного сектора, СТО, парикмахерских и службы такси начали выходить на работу. Транспорт для передвижения из дома до пункта назначения им обеспечивает работодатель. Это одно из требований в защите от коронавируса. В этом швейном цеху производство приостановилось 25 марта, когда в Бишкеке объявили режим чрезвычайного положения. Этим первомайским утром за работу принялись 15 человек. Срочно дошивают заказы, которые пришлось задержать из-за введенного карантина. Мы с таким удовольствием на работу вышли. Сегодня пришли мы как на праздник на работу, долгожданный. Конечно, пережили такое все вместе. При получении разрешения на возобновление работы руководство предприятия обеспечило необходимые санитарные нормы, учли точное количество сотрудников, время работы и способ доставки на рабочие места, обеспечили швей дезинфицирующими средствами и индивидуальной защитой. Мы получили все необходимые справки. Служебная машина получила допуск и забирает нас из дома. Мы работаем до 6, после нас отвозят домой. Рядом всегда антисептики, защитные маски. Перед выходом на карантин у нас оставались недошитые изделия. Сейчас мы завершаем их пошив. Надеемся, что и дальше не останемся без работы. Такие опасения не беспочвенны. Лехпром работает по строгому графику. Из-за вынужденного карантина швейники не успевают пошить вещи для летнего сезона. Почти 3000 готовых изделий весенней коллекции из-за закрытых границ в России и Казахстане не ушли на экспорт. Прибыль не была получена. Теперь уже будем шить зиму. Чтобы начать шить зиму, у нас будет нехваток ткани, не будет хватать. В общем, впереди очень много у нас нерешенных, неясных вопросов, но будем оптимистами, будем работать, будем планы строить. Конечно, рынок Россия тоже нас очень беспокоит, они тоже закрыты, и мы смотрим на них и будем молиться, чтобы быстрее границы открыли. По словам главы ассоциации Лехпрома Сапара Асанова, в ближайшие дни в Бишкеке начнут работать примерно 20 швейных цехов. В основном это те предприятия, которые имеют запасы ткани и фурнитуры, контракты и партнеров. Весенне-летний сезон упущен, говорит Сапар Асанов, но нужно готовиться к осенне-зимнему. Мы надеемся, что будут решаться вопросы с пропусками. Чем быстрее они решат, чем быстрее мы запустим хотя бы 15-20 компаний. Это уже как бы немного, но немало. Начали бы потихонечку работать. И, конечно, с тем временем, с 21-го, с 11-го начнут работать Мадина, Дордой, откроются рынки, в Казахстане нормализуется, в России нормализуется. И мы потихонечку начнем работать. Легкая промышленность – одна из экономикообразующих отраслей страны. До начала карантина за 3 месяца этого года швейники смогли экспортировать продукции на 1 миллиард 200 миллионов сомов. Сейчас для швейной индустрии очень важно возобновить импорт сырья из Китая, а также получить поддержку от государства в виде долгосрочного льготного кредитования. Для того, чтобы в сложившейся ситуации бизнес смог быстро восстановиться, в правительстве разработали антикризисные планы, один из которых направлен на льготное финансирование предпринимательства. Планируется, что будет открыт специальный антикризисный счет, куда будут привлекаться финансы из внешних и внутренних источников. Могу сказать, что это финансирование направлено в первую очередь на поддержку малого и среднего бизнеса. Там будет компонент также и беззалогового кредитования, микрокредитования. Обязательно мы учитываем региональный аспект, что определенная сумма средств должна быть направлена в регионы.
Учитываются приоритетные отрасли экономики. Это агропереработка, легкая промышленность. В эти дни ожидается большой поток заявок на получение пропусков от предпринимателей. Вниманию всех заявителей. Разрешение выдается только в электронном формате, строго по порядку их получения. Алгоритм действий расписан на сайте комендатуры. Работа операторов, выдающих пропуски, усилена. Дано задание профильным государственным органам, это Госстрою, Госкомитету по промышленности и энергетике, налоговой инспекции, Госэкотехинспекции, с тем, чтобы они в кратчайшие сроки связались с бизнес-ассоциациями, с бизнес-структурами и запросили у них списки и заявки на пропуска. В случае большого количества заявок на пропуска они готовы работать круглосуточно в ближайшие несколько дней. Кроме того, в столице оптимизировали работу блокпостов. Накануне комендант Бишкека подписал соответствующий приказ. 8 блокпостов были убраны, а еще 3 перемещены в другие районы. Блокпост на пересечении улицы Киргизской и Малый Чуйский канал переместили на пересечение улиц Саадаева и Киргизской. Пост с бульвара Молодой гвардии и Малый Чуйский канал переместили на пересечение Молодой гвардии и Саадаева. Пост на улице Османкула Малый Чуйский канал перенесли на пересечение улицы Древесной и реки Аламедин. Ликвидированы посты. Пост у ОБДД село Маловодное. Объездная улица Совхоз-Фрунзе. Село Пригородное, очистные сооружения. Объездная село Маевка, Кольцевая. Объездная улица Киргизская. Объездная улица Алматинская. Пост у ОБДД Киркшолк. Улица Чуртекова, улица Джайлбатыра. Минздрав и Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности будут обеспечивать жесткий контроль санитарно-эпидемиологической безопасности на всех предприятиях, которые приступили к работе. Кроме того, в правительстве отмечают возможность изменений в перечне видов разрешенной экономической деятельности. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Мадина Низамова, Бакыт Кыязов, ЛТР Бишкек.